Называется. Раньше он назывался «Пионерский лагерь мужества», а теперь в связи с тем, что отсутствует у нас пионерская организация, я задаю этот вопрос директору лагеря, или как он сейчас называется, сейчас выясним, Ефановой Анны Борисовны. Анна Борисовна, скажите, пожалуйста, что же это на сегодняшний день такое? Сегодня это детский оздоровительный комплекс санаторного типа. Мужество оставили, потому что 12 лет мы знаем название мужества в красивом месте. Детей нужно оздоравливать, детей нужно укреплять, поэтому так его мы окрестили с нашими новыми хозяевами у НГПО ЖКХ «Детский оздоровительный комплекс». Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что он оздоровительный. Раньше вопросами оздоровления занимались в этом лагере? Раньше тоже занимались оздоровлением в лагере, но раньше больше была пионерская работа, муштра, раньше было у нас речевки были, девизы были, раньше были праздники строя и песни. Сейчас мы все традиции хорошие, которые мы раньше здесь наработали, мы оставляем, но больше детей будут раскрепощены, дойти до каждого ребенка. Но самая главная задача в этом году у нас почему санаторного типа, потому что мы хотим детей в этом году и пролечить. Детей осталось много в городе, и поэтому нужно детей в нашем городе тоже оздоровить. Скажите, пожалуйста, сегодня 18 число, 25-го у вас заезд. Почему он перенесен почти на 10 дней? Заезд перенесен не по причине, что ДОК не готов сегодня к приему детей. Мы готовы к приему детей были еще дня 3-4 тому назад. Корпуса отремонтированы. Здесь полностью ремонтом занимались все организации, которые в подчинении находятся НГПО. Серафимов Александр Николаевич постоянным здесь был ответственным от НГПО на ремонте. Корпуса до единого все отремонтированы, столовая готова, все готово к приему детей. Но сегодня проблема в том, что не распространены путевки. Организации отказываются покупать путевки в наш детский оздоровительный комплекс. Потому что традиция в этом городе, что только то предприятие, которое содержит на своем балансе бывший пионерский лагерь или сегодня детский оздоровительный комплекс, должны были вкладывать деньги. А в этом году решили, что на долевых участиях по фактическим затратам каждое предприятие должно внести свою лепту. Кто за одну путевку, кто за 10, кто за 15. Но стоимость путевки все с обслуживанием лагеря и содержанием детского оздоровительного комплекса сегодня стоит в пределах 20 тысяч рублей. Предприятия решили, что это очень накладно. Но нам кажется, вот здесь работникам ДОКа, что если папы и мамы могут себе купить путевки в профсоюзном комитете, то почему профсоюзные комитеты не могут купить путевки для их детей в детский оздоровительный комплекс? Сколько родителей будут платить из этих 20 тысяч? Родители будут платить, вот в нашей организации НМГПО ЖКХ, родители будут платить 200 рублей, то есть за 2 дня только питание, потому что питание у нас дневное, пятиразовое, 100 рублей в день. А те родители, которые воспитывают мамы, которые воспитывают детей сами, и где многодетная семья, путевки вообще бесплатные. Поэтому для родителей очень выгодно брать путевки в наш детский оздоровительный комплекс. Но организации не хотят брать путевки. Причину я указала. Скажите, пожалуйста, в культурном плане что-то изменяется вот на этот сезон? В культурном плане изменяется, ну, наверное, мы подобрали самых опытных работников культуры и просвещения нашего города. Но если я только скажу, что у нас будет работать 3 замдиректора школы по воспитательной работе. Это и бывший методист Дома пионеров Чугай Светлана Андреевна, она старший воспитатель сегодня. Санькова Светлана Александровна, это замдиректора 13-й школы. Я сама замдиректора 18-й школы. Сегодня у нас будет работать такая чудесная пара, как Криштопович Михаил Федорович и Людмила Борисовна, они танцевальный коллектив будут вести. Сегодня у нас будет работать духовой оркестр. Матвей Владимир Иванович с ДК 40-летия Победы у нас будет работать. Ефанов Владимир Дмитриевич будет вести театральный кружок. Поэтому проблем с кадрами у вас нет? Проблем с кадрами у нас нет. У нас полностью 100% укомплектованность кадрами. Анна Борисовна, давайте предоставим слово медицине. Все-таки вы оздоровительный теперь уже еще. Сейчас, значит, я очень долго сомневалась, кого же нам направят на работу в наш детский оздоровительный комплекс, потому что уже по традиции в этом лагере всегда проходила санаторная смена. Но только один доктор в городе может провести санаторную смену. Мы с Виктором Михайловичем
долго совещались, как же уговорить нам Галину Григорьевну, но долго уговаривать не пришлось, потому что это человек, влюбленный в детство, и в этот же наш детский оздоровительный комплекс Галина Григорьевна согласилась, и только благодаря тому, что она у нас будет работать, у нас будет 2 санаторных смены. А вот как они будут проходить, ну, ей карты в руки. С Галиной Григорьевной мы, наверное, уже встречались на записи, правда? Вы уже принимали участие в программах «Интеграла». И вот теперь расскажите, пожалуйста, что вы планируете сделать на базе вот этого бывшего пионерского лагеря мужества в плане оздоровления детей нерюнгринцев? Я хочу сказать, что у этого комплекса очень хорошие давние традиции. И санаторная смена, которая будет проводиться, она не первая. Мы с Анной Борисовной работали в течение 3 лет, и у нас проходили санаторные смены. Но все-таки сейчас основной упор идет на оздоровление, а не на муштру, как она правильно сказала. Значит, дети будут оздоравливаться. Мы берем всех детей, я считаю, что все дети подлежат оздоровлению, которые прожили на севере в течение года и никуда не выезжали. Поэтому мы будем принимать всех детей. Но основной упор будем делать на детей с заболеваниями органов дыхания и заболеванием органов почек. Сейчас уже завезено травы закуплены, будет физиолечение. Мы постараемся детей просанировать, будет работать постоянно стоматолог. И все дети, нуждающиеся в санации, здесь ее получат. Это очень важный вопрос, потому что в городе со стоматологами, вы знаете, как сложно. Кроме этого, детям будет проведена фитотерапия и укрепляющее лечение. Я хочу сразу успокоить всех детей, которые к нам придут. Мы постараемся как можно меньше и вообще почти не планируем никаких инъекций для детей. Вот. Мы хотим, чтобы дети полезно и отдохнули, и оздоровились в том плане, что они будут в основном получать укрепляющее лечение и профилактическое лечение. Все вопросы и условия для этого в лагере уже на сегодняшний день созданы. Ну что ж, пожелаю вам, чтобы вы как можно лучше встретили в этом году наших нерюнгринских детишек. А мы продолжаем программу.